Башкиры Татарстана подарили Радию Хабирову книгу про Элвин Грея. Руководитель республики встретился с представителями башкирской общественности 6 российских регионов. Что обсуждали и какие решения приняты за круглым столом, расскажет Азат Садриев. Челябинская, Оренбургская, Свердловская, Пермская, Курганская области и Республика Татарстан. Уроженцы Башкортостана приехали на свою историческую родину с регионов Поволжья и Урала. Для некоторых этот визит стал вторым за короткое время. В Уфу они приезжали в качестве делегатов 5-го Всемирного Курултая Башкир, который прошел в конце июня. Вот я же говорю, 1974 года я в Татарстане, я смелым шагом шагаю. Меня везде башкирин. У меня количество говорится башкирт. А, ты башкирт. Я горжусь. Мы же знаем, да, что отличается диалект башкирского языка на территории Челябинской области. Однако это не отделяет их от башкир из Республики Башкортостан. Они чувствуют это единство. Для гостей не было не только языковых, но и географических границ. Уроженцы республики, проживающие в настоящее время в разных уголках страны, одной большой семьей возложили цветы к памятникам Шейхзады Бабича и Салавата Юлаева. Гостей поприветствовал и руководитель Башкортостана. В конгресс-холле Торатау Радий Хабиров отметил, что республика всегда готова поддержать своих уроженцев, чтобы независимо от места проживания они не теряли связь с родным краем. Нужно создавать, или там, где есть, опять же, усилить работу, это башкирских историко-культурных центров, которые, наверное, и были бы в субъектах Российской Федерации, где вот компактно, где много проживает башкир, были бы как раз точками соединения башкир, точками обмена просто жизнью, обучением, культурой и всем тем, что объединяет нацию. Радий Хабиров отметил, что он интересуется жизнью земляков у своих коллег, глав субъектов России. Практически ни одно крупное мероприятие в многонациональных регионах не обходится без участия башкирской общественности. Буквально 2 недели назад мы проводили башкирский праздник, который был приурочен к столетию республики. И буквально вчера был открыт у нас фестиваль «Евразия», который вот именно подчеркивает национализацию всей Оренбургской области. В частности, завтра будет основная часть этого праздника, и там будет выделена именно башкирская площадка, башкирский круглый стол, где будут сделаны акценты на наш проект. Этот голос знаком многим жителям Татарстана. Рахима Валиуллина – автор и ведущая башкирской музыкально-информационной программы «Мурадым» на радио. Свой новый стих она посвятила Радию Хабирову и записала его на обложке собственной книги об Элвине Грее. Говорят, завязанный веник хорошо метет. Вы понимаете? Самое главное – объединиться, дружить и поддержать свой язык, башкирские мероприятия, друг друга помогать и поддерживать. В 2020-м в регионах, где проживают башкиры, пройдут масштабные праздники родословных Шажаре-Байрам. А в текущем году в честь 120-летия со дня рождения командира 112-й башкирской кавалерийской дивизии организуют акцию «Шаймуратовцы». До сегодняшнего дня нет достоверных данных, полноценных о составе дивизии, поэтому мы хотим такой народной акции обратиться к тем, у кого прадеды, у кого семейные архивы хранят эти воспоминания. То есть такая большая история, которая бы объединяла все субъекты, в которых проживают башкиры. Как и на 5-м Всемирном съезде Курултай-Башкир, делегаты на этот раз тоже не оставили без внимания вопросы обучения родному языку. В Уфе открываются 2 полилингвальные школы, где будут изучать русский, башкирский, английский и еще один иностранный язык. Учителя башкирского языка в регионах России смогут претендовать на гранты главы Республики Башкортостан. Башкирская литература, башкирский язык, башкирская азбука для начальных классов алифба. Эти учебники вошли в федеральный перечень и будут переданы регионам для изучения родной речи. Об этом попросили представители общественности, проживающие за пределами Башкортостана. Комплекты новых учебников школы получат еще до начала учебного года. Азат Садриев, Артур Юлаев и Газиз Валитов. Новости Уфа.